Так, ну что, первый груз на берег. Хоба! Лежать. Так, ну что, надо раздеться. А то на солнце жарко стало. Так, я на месте. Так, второй на месте. Фу. Так, ну первым делом, конечно, слегка надо снять куртку и лишнюю одежду. Так, шапка это лишняя или как? Ну, доехали. Доплыть не проблема. Проблема груз поднять. Ой-ой, в реку не упасть. Фух. Ну, на обед у нас полновесный суп. Мне Лена подарила термос на 2 литра, 1,8. Пить, таскать тяжело, и стойкого чая не требуется. Говорит, на суп. Ну вот, суп сейчас точно пригодился. Красота. Горячий суп. Ну что, Валерий Батькович, как назовем первый осенний наш поход, рыбалка и охота? Давай, суровый поход. Почему суровый, честно сказать, особо не знаю. В принципе, все то же самое будет, что всегда. Ну, суровый так суровый. Так, а я что, зря выпечку. Сейчас чаем запьем, и вообще первый сорт будет. Не жизнь, а лафа. Вода, в принципе, мелкая, но пробитые места есть, поэтому если вату, и в смысле дорогу знаешь, то относительно нормально можно ехать. Если я не считаю то место, что я на камеру отвлекся, не смотрю на дорогу, кирдык и поллодки на отмели, на песчаной косе. А так ничего, поехали. Народ жалуется, мелкая вода, это просто они, я даже не знаю, по-моему, что живу, большинство годов, десятилетий такая мелкая вода была. Это тут на грани 90-х, 2000-х дожди, и все лето супер вода была, как весной. Ну что, у нас осталось болото и лес. И избушка. Ну, сейчас уж дойдем. Дойдем. Как бывший минер пойду дорогу первым протаптывать. Ну и как дорожка сухая, наверное? Сухая совсем. Ну. Так, ну и у меня первая охотка. Ну, первым делом самый тяжелый рюкзак отнести надо. Так, большой плюс. Болото сухое. Карликовая береза тоже стала желтеть. Ну что, осень? Конечно. 30 августа. Сегодня обещали по республике -2 заморозки. Берегите, говорит, огороды. В вечернем солнце березовая роща. Интересный окрас имеет. Красота одна. Так, а ручей у нас небольшой, не маленький. Так себе. Для осени средний. Ну, где-то там. Ура! Дошли до избушки. Ну, здравствуй, избушка батьковна. 20 градусов нету, 17. Мы в жару и в пару, в поту, чисто из-за работы. Тяжести таскали. Так, ладно. Ой. С возрастом, ясно дело, силы падают. И прилично. Чем старше, тем меньше сил. Но, с другой стороны, мы не так быстро, как Вася, например, но все то же самое делаем, только что чуть медленнее. Так что жить можно. Ну что, вторая ходка, надеюсь, груз не остался у нас там? Вроде нет. Ну я еще бензин тащу. О, красота. Ну, а до лесу дойду там, в руках. Так, 6:30. Уже сумерки осенние. Ну, вроде за сегодня успели. Даже спать сейчас дадим. И потом будем располагаться, чай пить. Надеюсь, свет есть. Так, доехали. Груз перенесли. Свет дали. Ну, сейчас святое отметить. А для этого сейчас за водой схожу. Чай-то как без чая. Аж горло все пересохло. Ходили, все потели.
Тут 17. Жара, блин. Я за водой. Ну, решаем проблему воды. Так, главное не намочиться и телефон не потерять. Ух ты, как далеко. О! Чай не пьешь, какая сила. Чай попил, совсем ослаб. Стоять. Поехали. Интересно, какая завтра погода будет? Дым с трубы метров 5 поднимается, загибается и потом вниз. В дерево. Дым спускается. Мать моя. Неужто к дождю, а? Посмотрим. Ну что, Валерий Батькович, начинаем десятидневку. Первый день. Смотрим первых уток, как они тут. Охота уже давно открыта. 2 недели уже охота. Думаю, утки уже все суперопытные. Ну, какие есть, такие есть. Смотрим. Ну, избушка пока. Мы потопали. Учитывая, что мост нас весной развернуло, бревно, и ходить по нему слегка опасно. Учитывая, что маленький ручей, переходим ручей вброд. О! Так, старая доска точно сломалась. Хорошо, вода в ручье не глубокая. Ну, бывает. Я на этом полене, когда руку чертанул, были легкие приключения. Чуть кисти руки не лишился. И, скорее всего, в этот сучок как раз тикачом махнул и порезал. Вася спилил. Сейчас ходить можно спокойно. Так, ладно. В общем, понятно, почему у нас суровый поход. С каждым годом сил не прибавляется. Но пока можем клыжить, клыжим. Исходя из этого, у нас каждый год все суровее и суровее походы будут. Сил все меньше, меньше и меньше будет. Херня. Пока мы идем, можем. Сегодня 1 сентября, то есть первый день, когда официально на боровую дичь охота открылась. Мои железные старые рябчиковые свистки пару раз свистнешь и слюной забивается. Хрипеть начинает. Купил пластмассовые. Проверим. Поближе, что ли? Пойдет. В темноте за 3-й сорт. Осталось рябчика увидеть. Ну, это уже явно не человек тут покопался. Что там такое вкусненькое он увидел? Мишка. Так, ну здесь у нас традиционный перекур по дороге. О! Ничего себе! Лишний завтрак, что ли, съел? Потяжелело. Ладно. Фух. Когда пошли плюс 4, там ни одного комара не летало было. А сейчас с каждой минутой солнце жарит, все теплее и теплее. Я вон тоже запарился, пока до сюда дошли. Дошли до озера, сейчас посмотрим, утки тут близко есть или нету. Так, 1 сентября, уток вообще нету. Постреляли, испугали, улетели. Что, рации включаем? А я рацию уже включил. Ну, уток ни одной нету. Ну, посидим. Да. А я пойду к лодке, а потом на другую сторону озера схожу. Я, наверное, сяду здесь, в конце травы, наверное. Ага, смотри. Я думаю, лучше. Тут по этому берегу приплыть можно. Ага. Могут и оттуда к траве. Не угадаешь, могут и там, оттуда кто-нибудь вылезть. Да, В траве, может, сидят, да. может. Ну ладно, я к лодке. Может, спугну, да к тебе кто-нибудь и подлетит. Ну что, лодочка, опять твое время наступило? Ну, сейчас мы поработаем с тобой. Ну что, поехали кататься. Не шуметь сильно.
Сиденье надо? Очень надо. Поехали. Давай. Сейчас мы сделаем, чтобы руку не резало. Ну что, за родину? Уток на озере реально нету. Это, конечно, немножко необычно, но что это означает? Это означает только одно. Местных напугали, они улетели, а с севера пока не подлетели. Хорошая погода, что им лететь? Ну ладно, бывает огорчение и покруче. Сейчас съезжу на другой конец озера, если там уток нету. Займемся рыбалкой, делов-то. Хорошую погоду, рыбалка первый сорт. Здесь мы остановимся. Ну что, мы дальше пешком. Вроде какие-то утки-то есть. Ну, хотя бы такие. Так, утки редкие, это разбитые стаи уже. Ни хрена себе, сколько тут было. Так, а моя утка где? Пришлось добивать. Раз нырнула, вынырнула подранок. Замерла, на, получай. Подранков вставлять нельзя. Ага, вот она. Ага, ну, попалась. Мимо проплывала. Сел край леса в кустах. Думаю, проплыву все равно. Одиночка, к сожалению. Их тут штук 15, оказывается, было. Стрелял сквозь эту траву за 35 метров третьим номером. Утку сходу не кокнула. Все-таки трава травой ослабила ударную силу. Но осталась утка, пришлось добивать. Но первым делом, конечно, сначала заберем утку. Ветер слабенький, ну запросто куда-то угонишь, потом не найдешь, жалко будет. Поэтому сначала утка. Ладно, одну утку стрельнули, остальные разлетелись. Ждать следующих, наверное, только до вечера. Поэтому займемся рыбалкой. Подлетела и села утка. Так, подранок. Ой! Да нет, наверное, в голову попала. Тяжело раненая. Ладно, не будем зря патрон тратить. Сейчас возьмем. Ну, по виду было, что тяжело подранена. Подергалась и затихла. Ну, есть утка. Второй выстрел, первая утка. Так, а где же первая? Что-то не пойму, это моя утка или коряга? А так на утку было... О, так это утка. Я думал, коряга. Ну, тогда давай сюда. О, вторая. Первая. Первая, вторая. Ну, спасибо, что не пришлось далеко плыть. Особого ветра нету, а где-то 150 метров отплыло. Ну, попалось это хорошо. К тебе целая куча уток от меня полетела. Не стал стрелять? Я твой план выполняю. Сказал он первые дни меньше уток стрелять. Ну, думаю, ты парочку кокнул. Достаточно на сегодня. Точно. Утка слишком жирная. Я раньше шкуру любил больше всего. Это самое вкусное. А потом жирная больно. А Лариса, я уезжал дома, сказала, не надо много уток, чуть-чуть, если там для разносола. Говорит, жирную тоже перестала есть. Ну, лишнее будет, Вася, сплавим. Ладно, 2 штуки тоже ничего. Первый день. Да, первый день. И были бы молодые, можно было остаться на вечернюю зорьку, но мы не молодые, поэтому уже устали. Домой, наверное, поем. Пойдем. Ну, я там
лодку выгружу и там и это самое вытащу. Хорошо.